Более 40 абхазских и российских ученых-филологов, историков, археологов, богословов и искусствоведов принимают участие в научной конференции «Светская и духовная словесность в историко-культурном контексте». Мероприятие проводит Абхазский институт гуманитарных исследований имени Гулия в честь юбилея Первого Вселенского собора. Именно 1700 лет тому назад, день в день, в 325 году в Никее, в современном городе Изнике на территории Турции, в данный момент открыли Первый Вселенский собор, где должны были принимать очень много правил. Когда будут отмечать Пасху, и сделали днем выходным воскресенье. И плюс еще 20 таких правил. Мы с гордостью можем сказать, наш Пицунский стратофил принимал участие. С российской стороны в конференции принимают участие сотрудники Института мировой литературы имени Горького. Часть из них презентует доклады по видеосвязи, многие присутствуют лично. Возглавляет делегацию доктор филологических наук Марина Щербакова, давний друг Абхазии. Я знаю лично Марину Ивановну Щербакову. Институт мировой литературы в Москве имеет тесные связи с нашей кафедрой. Мы проводим общие мероприятия, различные конференции, всегда приглашает нас Марина Ивановна на свои конференции. Это бывают конференции международного масштаба, в которых участвуют мои сотрудники. И, конечно, участвует наш институт гуманитарных исследований в этих конференциях. Мы различные проекты осуществляем вместе с Мариной Ивановной по ее приглашению. У нас, например, в мае месяце у них есть такой главный проект, над которым они работают. Он называется «Русские ученые студенчеству». У нас, например, в проекте уже 3 года подряд мы проводим предзащиты дипломных работ в мае месяце. В этих предзащитах участвуют, наши коллеги. И со стороны Института мировой литературы участвуют доктора наук. Обычно это очень солидная комиссия, состоящая из 5-6 ведущих сотрудников этого института. Конференция продлится 2 дня, и расписание настолько плотное, а доклады представляют такой взаимный интерес, что участники даже не уходят на перерыв. Российские ученые интересуются историей христианства в Абхазии, а абхазские ищут способы решения научных головоломок, над которыми работают. Абхазия древняя православная страна, но, однако, до сих пор мы не имеем переведенной Библии. И мы занимаемся переводом Библии, но это сложно, без богословского редактора невозможно. Плохо то, что в Абхазии нет богословской школы, у нас нет богословского словаря, но, надеюсь, когда такие конференции, ты видишь, какие недостатки есть, с какой стороны подойти развитие языка, духовности, наш Абхазский институт гуманитарных исследований делает все возможное для развития языка, культуры, истории, археологии. Культурно-политические связи Абхазского царства и Владимира Суздальской Руси, Пицунда как христианский религиозно-духовный центр, вопросы религии в повестке Дурипского схода 1931 года и другой богатый научный материал докладчиков записывается, и спустя некоторое время материалы конференции будут опубликованы в рамках отдельного сборника. Надежда Боровикова, Сосрыкуагуха, Абаза ТВ.